Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане начался сев хлопчатника. В Ашхабаде стартует 20-я встреча министров иностранных дел ЕС и Центральной Азии. Главы МИД Туркменистана и Узбекистана обсудили широкий круг вопросов. И другие новости. В Туркменистане стартовала ежегодная посевная кампания по выращиванию хлопчатника. Земледельцы 5 вилаятов страны – Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марийского – приступили к посадке белого золота. Церемония начала сева прошла с соблюдением национальных традиций. Почетные старейшины после совершения молитвы о благополучии страны и народа символически посадили первые семена, после чего эстафету приняли механизаторы. Хлопководство остается одним из приоритетных направлений аграрного сектора Туркменистана, важной статьей экспорта и основой текстильной промышленности страны. В Ашхабаде проходит 20-я юбилейная встреча министров иностранных дел Европейского Союза и стран Центральной Азии. Ключевая тема переговоров – обсуждение процесса реализации дорожной карты ЕС и Центральной Азии 2030 по расширению сотрудничества, принятой в октябре прошлого года. В ходе встречи верховный представитель ЕС Кая Каллас и министры иностранных дел стран Центральной Азии обсудят 5 ключевых направлений партнерства: углубление политического диалога, укрепление экономических связей, сотрудничество в области энергетики и климата, развитие контактов между людьми и вопросы мобильности. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов в ходе встречи в Ашхабаде обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Саидов прибыл в Ашхабад в среду для участия в министерской встрече в формате Центральная Азия и Европейский Союз. Дипломаты подчеркнули высокий уровень межгосударственного диалога благодаря политической воле руководства Туркменистана и Узбекистана. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с праздником Новруз и выразил уверенность в поступательном развитии российско-туркменских отношений. С удовлетворением отмечая поступательное развитие российско-туркменских отношений в духе дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства. Убежден, что дальнейшее расширение практического взаимодействия в полной мере отвечает интересам России и Туркменистана, написал в письме Мишустин. В Риге прошли туркмено-латвийские политические консультации. Туркменскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов, латвийскую – заместитель госсекретаря, политический директор Министерства иностранных дел Латвии Ивар Сласис. В ходе консультаций стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и Латвией как в двустороннем формате, так и в рамках ЕС. Особое внимание уделялось развитию торгово-экономического сотрудничества. Делегация из Туркменистана принимает участие в форуме молодежи Центральной Азии и Индии. Участники форума посетили ряд знаковых мест Гоа, а также провели встречу с волонтерами индийского молодежного движения. Важной частью стало общение с губернатором штата Гоа и участие в речной прогулке по реке Мандави. Туркменская молодежная делегация активно вовлечена в работу форума, представляя современные взгляды, инициативы и идеи по развитию регионального сотрудничества. В преддверии 80-летия Великой Победы Беларусь готовит выпуск уникальных памятных банкнот и монет, которые станут символическим напоминанием о героическом прошлом страны. Новые банкноты будут отличаться богатым художественным оформлением, посвященным военной истории и подвигу белорусского народа. Монеты также разработаны с глубоким смыслом. На аверсе монет представлен рельефный герб Беларуси на фоне колосьев, цветов и мирного неба, что символизирует единство, сельское хозяйство и процветание страны. Международная научная экспедиция совершила открытие на морском дне Антарктиды. После откола гигантского айсберга от шельфового ледника Георга VI ученые обнаружили невероятно богатую подводную экосистему. На морском дне были обнаружены популяции гигантских морских пауков, ледяных рыб, осьминогов, массивных кораллов и глубоководных медуз. Данное открытие бросает вызов существующим научным представлениям о возможности существования жизни в экстремальных условиях. 25 марта сборная Туркменистана обыграла национальную команду китайского Тайбэя в рамках отбора на Кубок Азии 2027 года. После матча главный тренер туркменской команды Мерген Оразов отметил физическую подготовку своих игроков. «Мы не сыграли на своем лучшем уровне, но я считаю, что игроки сделали все возможное в своем нынешнем состоянии. Физическая подготовка игроков оставалась на высоком уровне до конца игры, что, я думаю, является хорошим знаком», – сказал Оразов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.